Кыргызстан – одна из беднейших стран СНГ. И это бедность на сундуке с золотом. Полезные ископаемые кыргызских недр содержат все элементы таблицы Менделеева. Таких богатств с лихвой хватило бы на то, чтобы вывести Кыргызстан в число самых экономически развитых стран региона. Между тем, только по данным официальной статистики на 2021 год, каждый четвертый кыргызстанец, а это 1 678 000 человек, находится за чертой бедности. А ведь могло быть иначе, если бы с начала суверенитета к власти в республике не пришли компрадоры. Компрадор – чиновник-бюрократ, наживающий капитал на нечестной продаже национальных богатств иностранцам. Компрадоры бессовестно продали за бесценок богатейшее месторождение золота на Тяньшане. Запуск золотоносного рудника в Иссык-Кульской области обещал расцвет экономики. На деле же за 30 лет разработки рудника страна получила лишь около $1,5 миллиарда США. Остальное, а это почти $11 миллиардов, присвоила себе компания-разработчик. Рудник Кумтор в Иссык-Кульской области – крупнейшее высокогорное золоторудное месторождение Центральной Азии. Находится в 60 километрах к югу от озера Иссык-Куль. Расположено месторождение на высоте более 4000 метров над уровнем моря. Второй в мире высокогорный рудник золота. По объему запасов золотоносной руды занимает 7-е место в числе крупнейших месторождений, а по высоте своего местонахождения уступает лишь золотым копьям Янакоча в Перу. В период с 1984 по 1987 годов были проведены первые геолого-разведочные работы, а с 1987 по 1990 более детальная геологоразведка. Госплан геологам выделил деньги. По нашим оценкам, месторождение содержало около 716 тонн золота. Из этого объема 316 тонн составлял балансовый запас, 200 тонн – подземный запас. А вот по заключению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых вышла другая цифра. Госкомиссия определила объем запаса в 516 тонн. Золоторудное месторождение Кумтор было открыто в 1978 году, а технико-экономическое обоснование по освоению месторождения подготовлено в 1989 Институтом Геналмаз-золота Главного управления драгоценных металлов и алмазов при Совете министров СССР. Согласно тому документу, общее содержание золота в месторождении составляет около 730 тонн. Госплан СССР представлял собой мозговой центр. Именно там решали, в какой республике Советского Союза будет разрабатываться месторождение в первую очередь, а где потом. Разработка Кумтора – дело затратное, и средств на ее осуществление пока нет. В Союзе было полно более легкодоступных месторождений золота, освоение которых требовало меньше затрат. Золотодобычу на Кумторе было решено приостановить до 2005 года. Все работы на этом прииске были приостановлены с 1989 года. Кумтор расположен на очень большой высоте. В СССР были более доступные месторождения золота, но с момента суверенитета в 1991 году кыргызским клондайком стали интересоваться многие иностранные компании. Одна из них – канадская фирма Камека. Компания в лице ее председателя, гражданина Канады Бориса Бернштейна, обратилась к тогдашнему главе государства Оскару Акаеву. Вскоре он передал месторождение компании, но это нарушало закон Кыргызской республики о концессиях и концессионных предприятиях. Согласно ему, руководство страны должно было провести тендер и выбрать лучшего разработчика, заключить с ним контракт на самых выгодных для кыргызстанцев условиях. Передо мной, как президентом страны, стоял ряд важных стратегических задач. Это и создание собственной национальной валюты, национальной финансовой системы и обеспечение ее постоянным надежным источником золотовалютных ресурсов, которым могло стать золото Кумтора. В 1992 правительство под руководством Чингышева утверждает заведомо невыгодное для кыргызстанцев Генеральное соглашение с Камека. 4 декабря 1992 года его подписали в Торонто. Участвовавшие в этой сделке с кыргызской стороны не могли не знать, что речь идет о предательстве интересов страны. В следующем году был подписан концессионный договор, передающий канадской компании права на золото Кумтора сроком на 50 лет.
Документы поступили в парламент на ратификацию, но депутаты, увидев нарушение закона, в ратификации отказали. Вот что вспоминает политик, общественный деятель Тапчубек Тургуналиев. Он в то время был одним из депутатов легендарного парламента. Помню, это было в начале 90-х. В парламенте мы обсуждали проблему Кунтора. Тогдашний председатель госконцерна Кыргыз-Алтын Дастан Саргулов вышел на трибуну и сказал: «Я прилетел ночью». До сих пор отчетливо помню его слова. Он сказал: «Этой ночью вернулся из Франции. Там нам канадская компания Сиабека, ее руководитель, запросил за освоение рудника весьма много процентов от прибыли. Но есть компании, например, во Франции, требующие гораздо меньше процентов». Когда это услышал Акаев, он резко встал со своего места, побежал к трибуне и обратился к Дастану, перейдя на крик: «Почему ты разрушаешь нашу работу, когда она уже завершена?» Впоследствии я догадался, что президент имел в виду под словами «работа завершена». Полагаю, он уже тогда набил себе карманы деньгами от канадцев, и этот аванс ему надо было во что бы то ни стало отработать. Поскольку тема разработки месторождений золота еще со времен Советского Союза была закрытой, информацией по ней владели лишь некоторые высокопоставленные госчиновники и партийные деятели. Один из них, ставший депутатом парламента лидер компартии Турдакун Усубалиев, был едва ли не единственным из народных избранников, кто вполне разбирался в этом вопросе. Он открыл правду о подлинных масштабах сделки. После того, как Акаев понял, что договориться с парламентом нельзя, он решил его распустить. Тогда это было непросто, по причине авторитета в обществе, которым пользовался в то время орган законодательной власти. И глава государства поступил иначе. Путем интриг добился самороспуска Джугруку Кенеша. Срок полномочий первого созыва истекал в 1995 году, но самораспустился он в первой половине 1994 года. 50 миллиард доллар Кыргызстанда кууп келет. Деп анан ушуга ишенип, жана Акаев деген чыккынчы. Предатель Акаев тогда обещал, что в Кыргызстан придут 50 миллиардов долларов. Но на 7-м этаже северо-западного крыла Белого дома для президента Кыргызстана был оборудован просторный кабинет. Там пребывал Акаев до того момента, пока не обосновался Борис Берштейн, которому глава государства уступил эти апартаменты, а сам перебрался в кабинет на восточном крыле. Договор был составлен так, что Камека на территории Кыргызстана подчинялась лишь тем законам страны, которые не противоречат Генеральному соглашению, давая таким образом право творить безнаказанно многое. Например, долгое время за выброс в атмосферу 1 тонны опасных отходов производства Камека платила лишь 1 сом 28 тыинов. Решение, достойное правителей полуколоний. Но настоящие чудеса компрадорства были еще впереди. В 1994 году Чингышева отправляют в отставку, и правительство возглавил Апаз Джумагулов. При нем договор был переписан и составлен на еще более кабальных для кыргызстанцев условиях. Кыргызская республика, владевшая на тот момент 66,75% акций Кунтора, фактически была лишена права управлять проектом. Это право получила канадская компания и ее дочерние предприятия. Так миллионы долларов прибыли стали утекать мимо бюджета за границу, в карманы акаевских компрадоров. Мы разговаривали с Джумагуловым. С некоторой обидой на Акаева он говорил о том, что тот берет на себя, провожая представителя Камека, подписал. А тут выяснилось, что до меня Акаев выпустил соответствующий указ. Они оба поспешили, и оба, торопясь, составили соглашение с Камека. Страна недополучила миллионы в казну, ни в виде налогов, ни в качестве дивидендов на правах крупного акционера. А в 2004-м корпорация предложила Кыргызстану реструктуризировать проект на выгодных для себя условиях. Объединить активы Кыргызской республики на Кумтор с активами корпорации на это и 3 других золотых месторождения – Боро и Гацурт в Монголии и Рен в США. Для этого Камека прекратила свое существование. На ее месте возникла компания Centerra Gold Incorporation. После этой манипуляции получилось, что Кыргызстан с того момента владел уже 33% акций. Надо признать ошибку руководства страны. Она в том, что тогдашняя власть в Кыргызстане не сумела вести с канадской компанией переговоры на равных. В итоге Кыргызстан в этом соглашении поставил себя в неравные условия, предоставив канадской стороне больше привилегий. Конечно же, здесь сыграл роль личный интерес президента Акаева, а впоследствии и Бакиева. Сейчас мы пожинаем горькие плоды, пытаемся ликвидировать нежелательные последствия.
В 2004 году Кыргызстан продал большую половину своих эмиссионных ценных бумаг. Так, в 2007 году Кыргызстан остался лишь с 15% акций. Руководство Кыргызстана обменяло принадлежащее стране золото на бумажки акции. Кому было это выгодно? В 2007 году Ленсовет Санкт-Петербурга разрешил кыргызстанскому на тот момент премьеру Николаю Танаеву построить в городе на Неве небоскреб, принадлежащий компании «Газпромнефть-Инвест», одним из руководителей которой был в то время Танаев. 90% объема золота на 4 месторождениях приходится на Кумтор. При этом страна имеет право на владение лишь третьей частью добываемого драгметалла, да и то в виде акций. Известный политик и общественный деятель, экс-вице-спикер парламента Куланычбек Исабеков в 90-е годы был успешным бизнесменом. Уйти в политику его заставила трагедия, которая произошла на его малой родине в селе Бакамбаево Иссыкульской области. Вот представьте себе, если с вашей матерью будет плохо, вы будете безразлично относиться? Или с вашей родиной будет плохо, вы будете безразличны? Да, я тогда простой бизнесмен был, на рынке работал. Когда мне стало известно, что вот произошла авария с цианидом, я сразу поехал. И увидел, как мертвые рыбы у поверхности озера, как животные. И вот 47 женщин выкидыш пошло. И даже насильно наши правители заставляли беременных женщин, вот в больницу роддома давай. И детей лишали жизни, будущих детей лишали насильно наших. 20 мая 1998 года там перевернулся и упал в реку Барскоун принадлежащий Камека грузовик, который вез 20 тонн цианида натрия, опасного химического реактива, который используется на руднике Кумтор для отделения золота от породы. В связи с утечкой цианидов было эвакуировано приблизительно 5000 жителей села Барскоун и близлежащих сел Тамга, Чонджаргылчак и Кичиджаргылчак, Тосор. Когда здесь появился цианид, было страшно. Вверху по течению реки Барскоун есть мост. Когда произошла авария, никто об этом не знал. О смертельной опасности мы узнали не сразу и лишь благодаря пограничникам. Если бы они не зафиксировали факт крушения грузовика, причина массового отравления так и могла бы остаться для нас тайной. Жара чыгып атат, цианиттен ай сайын жаңырып атат. Мурда жок болчу да. Мына байка, момун чөйлө барса чыгып эле, чыгып эле мына. Караңыз. Мына. Онда эле өзүнчө эле барса аягалы эле ушундай эле бир балекет пайда болот. Бирдеме сылып отуруп, мом чөтпө, көрөсүң. Камчыдап жүргөнсүң окшой. Цианиды калия и натрия применяют для добычи золота и серебра из руды. Дозы в 5000 грамма достаточно для отравления со смертельным исходом. Из 20 тонн цианида натрия, которые находились в грузовике, в реку попало 1,8 тонны. В результате аварии погибло 4 человека. Более 2500 получили отравление разной степени и свыше 800 человек были госпитализированы. Кроме того, жители Барскоуна и всей Иссыкульской области понесли огромные убытки из-за отравления сельхозпродукции и скота и загубленный мертвый сезон на Иссыкуле. Как отреагировали на это власти? Вскоре после случившегося республиканская санитарная эпидемиологическая станция провела анализы, и к 27 мая 1998 года было официально заявлено, что в водах реки, отводных каналах и озере концентрация цианидов была ниже предельно допустимого уровня. Вперед дегенде милициялар түшүп эле бирден аялдарды сала баштады. Мом типтен тоок кармаган эле мом төле жулуп уже ырыкты. Мен өз көзүм менен көргөнү ким апа эле Кашка атамдын кемпирин салып атканда айнежен көрбөй калдым, апаны көрүп мынтип карасам эле артымда милиция кууп келатыр. 5 жашар кызымды жолдошум алып, мына ушунгө чейин балам ооруп атат. Коркуп атат ошо. Биздин эшиктин алдында болгон окуя болчу. Барскон айылынын биринчи көпүрөсү деп аталат. Вот он, первый мост близ села Барскоун. Здесь произошла авария, прокинулся грузовик с цианидом. Из-за этого пострадали все жители Барскоуна. Да не только они, но и наши соседи из ближайших 5 сел. Никто не понимал всей опасности происходящего. Есть погибшие. От последствий отравления страдаем и поныне. Что касается лично меня, помню, 22 мая я обратилась в больницу. Накануне этого поливала огород, срывала урюк с веток, мыла его водой для полива и ела. После этого ночью начала кашлять кровью. Так меня
меня положили в больницу, отвезли в стационар в Каракол. К тому же на тот момент я была беременна. Старались сохранить моего ребенка. Тогда у многих женщин произошел выкидыш. Никому не пожелаю того, что в те годы нам довелось пережить. В дальнейшем, по результатам медицинских исследований, было выявлено, что произошедшая авария не привела к росту онкологических заболеваний и изменениям на генном уровне у жителей Джетеогузского района Иссыкульской области. Когда к нам в село приехал Акаев, он говорил, что за счет Кумтора государство будет платить всем компенсацию. Да он обманывал простой народ. Комиссия бұл сөзсіз ошол зыяндын өлчөмүн толук өлчөп ушул жерден иштешип, анан берет, анан компенсация жасап беребиз. Мамлекет эсебинен компенсация жасап беребиз. Ошол сатылбаган өрүктүн, сатылбаган картөшкөнүн, жанагы желбей турган малдын ошонун баарын компенсациясын мамлекеттин эсебинен жасап беребиз, ал жагынан камсынабаңыздар. Алтында алып атканда элдин баарына жанагы көзгү тарак берип. Они обманывали нас, как каких-то индейцев или африканцев. Когда-то обманывали колонизаторы, выменивая у аборигенов золотые слитки за дешевые бусы, зеркала и прочие побрякушки. В результате простой народ страдает, болеет и умирает. В конце 1998 года совместная российско-канадская экспертная комиссия пришла к заключению, что концентрация токсичных веществ в поливных водах сел Барскаун и Тамга ничтожно мала и не может причинить ущерба здоровью населения. В числе получивших сильные отравления была мать Куланычбека Исабекова. И моя мама родом с Барскауна, я с соседнего села. Замуж вышла за моего отца в соседнее село Джарковцах. А в Барскауне она была у своих братьев. И они все пили эту воду же. Просто эти негодяи, сволочи, убийцы не сообщили своевременно, что уронили этот цианид в воду. Не во всех селах, вот соседних селах, да, не было тогда колонки чистой воды. Они вот с этих текущей реки пили. Естественно, отравились. В своей книге «Золотая мафия Кумтора» он изложил результаты многолетнего расследования обстоятельств, крайне невыгодные для кыргызстанцев сделки. Располагая информацией, разоблачающей преступления власти, он счел своим долгом поделиться этим с общественностью. Дело в том, что наши предки, даже Бог не простит, сколько они крови пролили, сколько слез пролили, чтобы кыргызский народ, государство наше вот здесь образовалось. И сколько войн пережили, да, чтобы наследство оставить нам вот это прекрасное, чудное место, где можно что угодно было сделать, понимаете, да? И горы прекрасные, и озера, и реки, и природные богатства, и самое главное, здоровье людей, здоровье наций. Они пренебрегли вот это. Понимаете, ни одна нация не простит, когда во вред этой нации кто-либо делает. Здоровью. Исабеков вышел на коррупционную схему, которую возглавляли некоторые из тогдашних представителей верхнего эшелона власти. Нити расследования вывели на 7-й этаж Белого дома. Понимаете, еще обидно то, что было, да? Мы же не аборигены же. Почему они так считают это? И как можно их инвестором назвать? Разве не инвесторы? Когда наше месторождение поставили в залог, взяли кредит, и нам же эту фабрику построили. До своих денег я тоже считал 40 миллионов. Вот недавно столкнулся с такими фактами, они порядка 25 миллионов только Камека, его величество, внесли сюда. Это же афера. Камека никогда не занималась. Сиабек и Камека — это как родные сестры. Это наши предатели. Акаев этого Берштейна госсекретарем неприкосновенно стал в 7-м этаже. И безо всяких документов тоннами золота он же вывозил. Разве забыли вы? Разве это возможно в других странах? Коррупция у нас дошла до 7-го этажа Белого дома. Эта фраза принадлежит Оскару Акаеву. Он с позором бежал из страны именно по причине последствий коррупционных дел, содеянных им и его окружением. После революции 24 марта 2005 года предпринимались не раз попытки расследовать обстоятельства сделки, вывести ее инициаторов на чистую воду и пересмотреть контракт таким образом, чтобы освоение месторождения на Кумторе было выгодно Кыргызстану. Но следствие заходило в тупик каждый раз по мере того, как власть увязала в коррупции.
Простой народ всегда обманывают красивыми словами. Вот мы заберем власть у нечестных политиков. И до сегодняшнего дня кормили всех обещаниями. Но дело-то ведь не только в золоте. В Кыргызстане есть залежи других драгоценных металлов. Но в мировой истории еще нигде и никогда не было случая, когда золотодобывающие компании были освобождены от налога. Такую практику ввели в Кыргызстане. Продолжалось и планомерное ухудшение экологической ситуации в Иссыкульской области. Например, уже в 2010 году при президенте Атамбаеве были незаконно переданы компании 16 330,8 гектара территории в Джетаугусском районе. Власти твердят, что эти земли никогда не были заповедными. Экологи утверждают обратное. И вот говорим о экологии. И представьте себе, не дай бог сейчас, да, вот сырборы идут сейчас с Кумтуры, да, и мы останемся сейчас. И нынешнее правительство, прежде чем вот это сырбор начинать, они должны были все-таки добиться, чтобы рекультивационный фонд был в Кыргызстане. И Монголия, это в Монголии находилось, это рекультивационный фонд. Почему Акаев такое соглашение подписал? И вообще ни одного тыина не предусматривалось на восполнение экологии в таком большом проекте. Кроме этого, экономика связана с экологией, получается, да? Экономически мы то, что ожидали, ничего не получили. Это афера, это мафия. Она настолько корни глубоко запустила, да? Глубже, чем золото в Кумтуре находится. 14 июня 2010 года на этих вроде бы охраняемых землях золотодобытчику было выдано разрешение на геолого-разведочные работы. Основанием для этого стало правительственное постановление от 6 июня 2009 года. Вот как раз расследующие проходят. Здесь проходит очень много, скажу так, не очень много, но много наших должностных лиц, членов правительства, которые в это время работали, которые подписывались. Среди них есть еще и наши уважаемые народные депутаты тоже. Прошлогодние события 5-6 октября послужили очередным прологом к пересмотру дела. В конце февраля депутаты парламента создали очередную комиссию по проверке деятельности Кумтора. Они должны были работать, предлагать президенту, правительству пойти дальше. По какому пути? Я предложил президенту Садыру Жапарову выйти из состава несколько месяцев там назад еще от Центры. Но здесь пошли по другому пути. Если мы полностью имели право сейчас выйти от Центры, потому что не существует Бора Гацут, от которых мы ни одного тыина не получили, 42 тонны добыта, 40 копеек даже не получили. По этому факту надо было возбудить уголовное дело. Мы не получили ни одного тыина от месторождения Рен в Америке, который Центра самостоятельно якобы продала канадской другой компании, Barrick Gold компании. А почему мы столько пакет акций имея, ни одного цента не получили? Даже по этим фактам надо было возбудить на них уголовное дело и уйти, сказать, мы остаемся здесь со своим Кумтуром. Так как? Не существует Центра. Сейчас идет арбитражный процесс. Сами видите, посольства Великобритании и Канады говорят о национализации, но как бы рекомендуют уладить спор с канадской компанией полюбовно. Тем самым дают нам указания, превышая свои полномочия. Пока мы это терпим, но при этом готовимся к арбитражному разбирательству. Так, соглашение по Кумтору, принятое на кабальных для страны условиях, заложило основу конфликта, который длится не первое десятилетие. При этом почти 2/3 общего запаса золота на Кумторе выработаны на кабальных для страны условиях. Осталась треть запасов, но даже этой доли может хватить на то, чтобы поднять экономику и вывести Кыргызстан из нищеты. Вообще во всем мире деньги, богатство, золото манят всех, да? Все валюты других государств тоже обеспечиваются золотым запасом. Ну, есть ряд, допустим, Америки, это не предусматривается, то есть не придерживаются к этому, потому что они доллары печатают и все. Да? Но очень хотелось бы, чтобы действительно патриот был, нашелся такой человек, которого нельзя было манить золотом, а его манило днем и ночью интересы народа и государства. Очень хотелось бы такого руководителя у руля нашей страны видеть.